просыпаюсь, ребят, я, блин, муравей. Просыпаюсь. Спалось на ура вообще. Короче, я вечером поужинал. Даже чашку чая не попил. Сразу на боковую, как убитый. Сразу заснул. Мгновенно. Ночью просыпался, чуть-чуть прохладно было. Потом я отдушина на вот этот маленькое окошечко, которым открываю, открытым оставляю. Ну и печка у меня. Печка также, задвижка открытая. Задвижка открытая, и ночью просыпался прохладно. Вот это да, я нормально поспал. Честное слово. Сейчас посмотрю, сколько времени. 6 часов 40 минут. Нормальный ход. Все. Будем просыпаться сегодня. Сегодня уже на улице пасмурно. И думаю, к вечеру будут дожди, может. Хитрюга-то. А? Хитрей.
Ну что сказать, на улице сегодня пасмурно, безветренно и к дождю, наверное, дело идет. Так прохладно чуть-чуть. Никита удивляется, голова, говорит, у него такая большая. Ну, Коля, что-то там у тебя прилипло или что? Насчет клещей спрашивали. Клещей у нас, я еще, ни одного случая еще не было, чтобы я здесь видел клещей. Ну, комары, бля, появляются уже, все. А клещей нету. Чуть-чуть ноги, у тебя, блядь, шерсть отпадает. И южнее, скажем, от села, на пару километров уже там клещи встречаются. А я от села севернее живу, езжу. И здесь ни разу еще такого не было. Но каждым годом все, климат как-то чуть-чуть меняется тоже. И клещи время от времени начинают встречаться. Появляются там один, скажем, второй. За летний период, вот скажем, люди пару раз обращаются в больницу, укус клеща там. А так клещей нету, крыс нету. И мышей сейчас минимум стало. Комаров больше, чем вчера. Вчера меньше комаров было. Сегодня пасмурно, безветренно. И для них эта погода самый раз, наверное. Так что лето начинается, лето на дворе. Этих комаров многие вот тоже Олег пишут там, Олег говорит, завидуем белой завистью, хочется в тайгу на месяц. Месяц не выдержите, ребят, честно говорю. Из городских. Скажем, кто ни разу комаров не видел и сразу резко на месяц, тяжело будет выдержать любой человек все выдерживает, но будет тяжело привыкнуть. Летний период, когда я в лесу работал, летний период, там ты вот целыми днями в лесу, вот ты рубишь лес, там вырубаешь лес, и овода, комаров, целый день терпишь эти укусы, никуда не денешься. Пошел работать, надо работать. И вот так мазь тоже особо не помогает. Ты помажешься, и буквально за 5 минут, когда ты работаешь, потеешь. А когда потеешь, у тебя антикомарин все с потом уходит. И одновременно еще жгет тело. Так что, да, интереса нету летом. В тайге, именно в тайге, гуще тайги. Летом, конечно, лучше на рыбалке, там более-менее, где вот просторнее места, на больших реках посидеть там с фидером. Почему я на таежную речку езжу осенью? Потому что осенью уже овода нету, меньше комаров, мошкара там больше, мошкара тоже очень болюче кусает. Стараюсь поздней осенью уже ездить на таежную речку. Позапрошлом или в каком году уже последний раз мы с Денисом в августе ездили. Да, в конце августа, перед тем, как он уехал, ездили там, порыбачить на Хариуса. То немного поймали. Вот. И в этот сезон, в это время, как сказать, весенний сезон, я всегда приезжаю сюда тоже перед тем, как выйдут комары.
не ранней весной, когда еще здесь снег, вода, лужи кругом, а уже стараюсь, как все подсохнет, чтобы убрать территорию. И когда еще комаров мало, уже и появляются они, уже сегодня больше, чем вчера, а завтра еще больше будет. И через неделю уже тут невозможно, очень много будет. Сейчас кипятим чай и будем думать, что дальше делать. Да дел-то в море. Все, конечно, снимать не буду. Все, но дела надо свои делать. Посмотрим, ребят. Так. Ну, за ночь он наклевал тут. Немножко осталось. Пачку макарона. Варил. И доедает уже. Нормально. Сейчас по-новому сегодня придется замутить что-то для него. Блин. Осенняя погода на улице. Бывает, там приезжаешь весной, вообще солнечно, тепло, жарко. В этом году как-то все по-другому. А мне без разницы, в принципе. Вот я, когда вот, скажем, буду работать, вот этот дом ремонтировать, эту избу, конечно же, погода очень большую роль играет, чтобы дождя не было, комаров не было, не отвлекало, чтобы ничего. Да, начало оседать конкретно. Это уже не остановить. Я уже сейчас ночевал и нары вот так, чуть-чуть, у меня в стене там поперечина там забита, а потом на них уже доски, и уже вот так нары стоят углом. Ну, явно видно ведь. Вот сейчас так, подожди, не ровно держу. Сейчас ровно держу камеру. У меня уровень на камере. Вот, надеюсь, видите, какой угол уже. Так, если посмотреть, примерно вот так я уровень ставлю. Ну, примерно 5 сантиметров. Уже этот угол 5 сантиметров. Плюс-минус 2 сантиметра ушла уже вниз. Тот угол почему-то очень возвышенности. Вот этот угол так ровно. А смотрите, вот эта крыша-то. Вон тот верхний угол почему-то он как будто очень высоко стоит. Отчего это здесь чурки смолистые. Вот долго это выдержали. А там, видать, сгнило вот это все дело. И уже бревна они быстро начнут гнить. Потому что под фундаментом у нас были смолистые чурки. Вот. Или что-то вот тут держит этот угол. Ну вот, явно видно, что этот угол завис. Вот тут тоже смолистые чурки. Так что рано или поздно я ориентируюсь до ремонта. Вот я не допущу этих бревен, чтобы они дошли до земли. Чтобы уже эти бревна тоже не менять, в принципе. Немножко там, наверное, тоже подгнивают, конечно, они. Может быть, это бревно придется поменять, а то бревно, в принципе, не должно еще гнить. И в будущем году или через год придется заняться этим. Вот. Ладно, ждем, когда закипит чай, в общем, ребят.
закипело. Вон какие угли. Видели? Красота. А, ладно. Красоту видишь? Вон. Гуляю вообще. Не грусти, не грусти, не грусти. Мы у реки, туланчик на другом берегу. И я его там оставлю. Сейчас мы съездили в одно место, покатались, и он пробежался по берегу. И я на целый день его оставлю. Пусть нервничает, не нервничает. Это уже как бы на это я обращать внимания не буду. Потому что вчера и сегодня вот катаемся на лодке. И я заметил, он в этом году также не переплывает речку, озера, лужи обходит. И я на целый день его здесь оставлю. Я если его оставлю за озером, он обходит озеро. А речка это уже для него преграда. Ну, я перед уходом его накормил. Сейчас буквально на часик мы съездили. Ехали, вот только что встали. И сейчас пойду к избушке. И буду там слушать, как он будет лаять там. Стопудово он будет лаять целый день, но не перейдет. И знакомый сейчас вот тоже уже одноклассник, также профессиональный он охотник. Ходит в тайгу почти круглый год. Почти круглый год в тайге. И даже у него лайка. Думал, это у меня одна проблема. И у него такая же проблема. Говорит, нет, не переходит речку. И не знаю, как это. Думаю, его не перевоспитать. С лодки кидать его в воду не хочется. После таких уроков, думаю, даже собака будет бояться лодку садиться. Если у него хобби это воды. Ничего, сейчас посмотрим. Если сегодня не перейдет, значит бесполезно старание. Такое будет. А сейчас до вечера я его оставлю тут. С ним ничего не случится. Лодку видит, никуда не уйдет, не убежит. Да, и там я буду работать, пилить. Туда-сюда. Будет слушать все это дело. Так что сиди там, Тулан. А я пошел на избу. Так что ко мне и пошли. Лок, Мунан. Один топор возьму. Один оставлю. Это оружие мое. Да, еще чуть не забыл. Вода. Вот. Вода я вот отмечал. Вон та палка. Примерно сантиметров 10 вода ушла. И сегодня по-новому отметил. За сутки 10 сантиметров уходит вода. Лок, пошли туда. Лок, Мунан, лок. И так будет он лаять. Лок. До вечера я тебя оставлю. До вечера. Никакой слабинки я не дам. Пошли. Лок. Лок. Ладно, ребята, я пошел к избе. А ты сиди там.
Тишина. Не лает. Сейчас начнет. О, шла дело. Пусть сидит там. Тишина, штиль сегодня полный. Полнейший штиль. Лок! Не, свой страх на он не как сказать, блин, не сможет переосилить. Боится воды, как огня, я не знаю как, даже, блин, слов не нахожу. Вообще страх у него такой воды. Пусть лает. Вон тулан пришел, ребят. Где-то 1,5 часа, наверное. Он весь сырой. Где-то 1,5 часа он лаял непрерывно. И вернулся. Лок, тула, лок, валы. Не хочет подходить. Проголодался, пока там бродил. Тула, лок, валы, сейчас накормлю тебя. Примерно, ребят, где-то 1,5 часа или 1:40, наверное, он там лаял непрерывно. Потом я здесь, вот моя пила, одну, ну, вот эту вершинку я спилил, короче. После этой пилки, я не знаю, почему он... Тулан, нельзя, фу, куда лезешь? И, короче, пока я пилил на этот звук, не верится даже, мне лично не верится, что он сломался, наконец-то переборол свой страх к этому, к водному препятствию. Если честно, ребят, я хочу сказать, и как правильнее, врагу не пожелаю, охотнику, который имеет такую собаку. Собака вроде нормально, как бы на зверя интерес есть у него, и может быть толк будет. Но водяное препятствие, реки, озера, это как бы не хотелось бы такую собаку иметь с таким, как сказать, с такой проблемой, что ли. Одним словом, если будете заводить собаку, там, пускай вам повезет, и такой проблемы не будет. Проблемы, чтобы собака переходила реку, озера. Ну, сегодня он, видимо, сейчас вот переборол свой страх. Он облизывается. Я никого не обманываю. Это сам вот сейчас, я говорю, не минута, час 30, час 40, наверное, непрерывно он лаял. И ниже по течению ходил, потом выше, там лай вообще далеко слышно было. Ну, как мы ездили, он по берегу там бегал, и по своему, наверное, по своим следам он туда-сюда ходил. Но не было тут перехода, и он все-таки решил. И, как всегда, он, наверное, так вот, ну, как сказать, он хлопает по воде так, потому что половина тела у него как бы с головы сухое, он вот так как-то вот бьется и переходит. И это не значит, что как бы эта проблема у нас уже решена. И вот я сегодня еще вечером я еще схожу к речке, и сейчас я накормлю нормально, поест он. И вечером еще я его оставлю там, на другом берегу. Это будет как бы закрепительный урок на сегодня. Давно хотел я этим заняться. Как бы осенью я не стараюсь, осенью лишний... Ой, блин, а как же назвать-то? Лишний шум мы не издаем.
лишний раз не стреляем возле избы или еще на своих тропинках. Ну, не надо пугать, если есть кто-то там из добычи. Лишний раз по банкам стрелять, это не в моих правилах, я не стреляю. Это все делается в конце охоты. Желательно надо, если вы едете на охоту, на промысел или на любую охоту, на зверя, пушнину, пристреляйте ружье надо перед охотой, как бы перед тем, как уже вы в тайге. А в тайге надо себя вести тише. И собаку я тоже заречье на такое время я не оставляю. Если он 1,5 часа будет так лаять, он на 5 кварталов всех разгонит. Так что охота должна быть тихая. Тихая, и звери, как бы, лишний раз зверей не надо пугать. Вот. Ну что, я сейчас все время возле избы находился, пока никуда не уходил. Сейчас пойду спасать блесну. Сходим. Немножко так подтапливаю. Затопил костер, чай попил. И здесь вот все время, чтобы теплый был у меня избушка. Ну, избушка, я печку еще не топил. Так, поддерживаю огонь. Угли будут. И что-нибудь приготовлю для еды. А так, я чай попил, там консервы, тушенку съел. Суп не хочется. Суп пол кастрюли на ужин. Думаю, суп подогрею там. Покушаем супчика. И второе еще что-нибудь забабахаем. Ну, это хорошо, что хоть он перешел. Я вот сейчас на него смотрю, блин. На него сейчас смотрю, а то облизывается, но вот здесь все сухое. Ну да, наполовину вот тут. Он как-то интересно, он переходит речку. И мне вот лично своими глазами еще бы увидеть. А тут перехода не было, чтобы он где-то по бревнам переходил или еще. Здесь нету таких заторов. Ниже там затор на несколько километров. Ниже там последний затор, когда пилили, я показал. В Тулан нельзя. Фу. И вот там. И там он не перейдет, потому что там тоже вода. Он буквально здесь вот лаял и за 5 минут перестал лаять, и он вернулся. Хорошие новости с одной стороны. 1, 2 раз и 3 раз он, может быть, привыкнет, приучится, но из лодки выкидывать собаку не надо. Это он будет бояться всего, не только воды, но и лодки еще дополнительно. Также могут написать, что я говорю неправильно, но я говорю свое мнение, высказываю, и пишите в общем комментарии сами, что думаете. А еще будут видео, где будем надеяться, что на видео будет также переплывать речку Тулан. Все это я надеюсь. Просто он вернулся, я его не видел, чтобы он плыл. Ну ладно, ребят. Сейчас дальше я буду заниматься своими делами. Вот такие новости на данный момент. Тулан перешел речку самостоятельно.